Герой нового выпуска программы «Один день с» глава Джейрасского района Ахмед Льянов. На свою работу Ахмед Багаудинович выезжает задолго до начала рабочего дня. С чего начинается ваш рабочий день и как оно все проходит? Рабочий день, как у всех, начинается с поездки на работу. Если нет каких-то форс-мажорных, чрезвычайных ситуаций, я имею в виду того, что требует там присутствия ночью, в темное время суток. А бывает такое, что еще и ночью вас вызывают, да, получается так, если что-то происходит? Понятно, в первую очередь оповещает единая диспетчерская служба и главы территорий, сельских поселений, на чьей территории что-то произошло. И с отделением внутренних дел. Сигнал поступает, соответственно, на место. В принципе, все заинтересованные службы, ведомства собираются. И, смотря именно от той ситуации, которая возникла. Насколько она серьезная, да, получается? Именно, да, и какое направление нужно задействовать, кого именно туда. Ну вот, глава Джейрасского района уже на своем рабочем месте и не опаздывает. Первое утреннее совещание Ахмед Багаудинович проводит с коллегами, обсуждая свежие новости и внося коррективы в план дня. Чего надо сейчас вручить грамота или благодарность главы республики была объявлена с Хаверии. По этим актам начальник землеустроительного отдела, ты и глава села Альгетти, члены комиссии, состав комиссии, Хосак Борисович, подписать и потом сук халгюаш, я сам их отвезу. Скажешь, соответственно, когда они представят фотоматериал, соответственно, актом приложим, свою часть заберем, ихнюю часть просто вернем потом. По этой неделе, помимо этих мероприятий, Шуанчожи, Ханколы, Хамериса совместно с пограничным управлением, заставами. Они хотят перейти уже, если мы дальше не будем, то они хотят на Бабинскую уже перейти единственное все. Это я понял, я имею в виду, помимо этих мероприятий в районах, по заставам, совместные мероприятия. Муса, там размеры надо снять, бак и живот возле поста стоят. Полностью размеры отдать или в эталон, или дахкигаву. Полностью обновить вот эти наклейки, размеры сегодня сними. На въезде с левой стороны там стоят. Площадку мы там полностью, стоянку заасфальтировали. Бог бям-бям-битики, соответственно, види нормальных угелов. Наклейка аж хутить из вас. С прокуратуры бумага была. Неделю назад при штормовом ветре снесло баннеры по их просьбе, там, по поручению, то, что мы тогда увешивали. С этой стороны на выезде с села, с района, да. Обновить, созвониться, счет возьми и оплатить тебе, изготовить 3х6 размерами этот баннер. Такой же аналогичный баннер. Да, та же тематика, тот же баннер. Ажил в 4:30 совещание, все поручения на контроле. Замужем чабой. Жемали по... На совещаниях оба. Да, на 11 термовцев совещания. 9. После собрания глава Джейрасского района вместе с нашей съемочной группой отправляется в самое высокогорное село республики – Бейни. Около месяца назад туда проложили дорогу. Но, выходя из администрации, Ахмед Багаудинович встречает одного из жителей района, который совсем недавно просил помощи в подаче воды. Алейкум ассалам. Хамда. Шук фалды. Дик халды.
في عشلة ديون حدك بيتري بيز في عشلة قوارة ديون دير الله حدواي دير دوا باركو دير ياسهم Семья малоимущая, просил там около 120 метров водопровода просил. Ну, там две семьи живут, да, два домовладения. Деньги нашли, воду проложили. В принципе, муниципалитет не обязан был им во двор эту воду, но в связи с тем, что у него там много детей, внуки, семья малоимущая, зарплата у него маленькая, он третий год там. Я здесь главой села еще, когда работал, 7 лет я здесь в Джайрахе, в Арамки главой села работал. Тогда мы там, ну, как бы латали каждый раз, когда он просил, приходил. А сейчас мы решили, наверное, проще будет все-таки изыскать средства и вот этим, да, новую трубу им проложили. Огромная масса людей приезжает именно и летние восхождения, и обычные туристы, и иностранцы на Столовую гору, к тому храму. Дорога в этом селе именно непосредственно вот эти 700-800 метров. Там дорога была в ужасном состоянии. Подъездная дорога к этому селу, сейчас мы ее увидим. Это новая дорога, там огромные средства по поручению главы были заложены на эту дорогу. Мост, дорога появились. Но само село тогда в проект, вот этот участок дороги не попал. И у нас есть как бы, звучит это так, вот палочка-выручалочка, Кушта Башир, и Мах, и Бот Ньян. Мы сидели у него, ну, люди просили, и вот он за счет собственных средств полностью вот эти, мы поговорили с людьми, ну, чуть-чуть расширили, утянули эти заборы, насколько можно выпрямили эту дорогу, выправили. زين وصحد بلر أصله ليش حماش تسوي يور شيء يرتش كان اسمه قش بشاكر يا الموالي الزال خلو يولجي الزال زترات يولجي نياقش تخشى دقيقة دشن والله من بني وقت يسمع يرتو من بني وز مساعدة خو يرتشو داخل مدي خو ميحكر سوق أي حاو فاهم تشوس أو يرت از مش تاع بادر يا شوي ريون بيدجت وباتينو تسدا عتبول لحتى يعني بشرو صندوق صادولت بين كان دين كان مساعدة خوش دوج عم بلابيه نقدر لوربيج محمد إبراهيم حاجة ويرت باخش ناخا وترك بي ويرت خوخ مدير ما مسك وقت سودا شيء زير حلي بلوري واحد نقطة واحد ماجدك حديقة شان نقبلر по расстоянию, по квадратуре практически цуннис нقبل 10 مليون دي он على 10 مليون قرق بيدجتنا سحب كأخش دخا ده 10 مليون قرق سوق الموحصون أخش دخا عم بلا بيه باش يريد أصلا لوربيج تنبيج نجا هاي ماشي حلي غير ما تحجوا هاشتج ليل بيبيسك نق يرت باخش ناها ما مسا وقت لا تحار يرت حتى ما بشيرو دق جوا ترون جوج بانخ هين وين هم خوي نخ يرميسا بالا دا وقت دي واشته بيزن بولج بواتسج دولج دواتسج خو بشيرو ينق باج دو حمد يدي اوس Большие грузные помажете, и луж важен, 2-3 метра, пыль и лур. Мы продолжаем ездить по Джайрахскому району, как оказалось, далеко не маленькому. Едем смотреть, как продвигается строительство мечети на 200 мест, а по дороге обсуждаем благоустройство района. Был вообще, в принципе, в этом году был план вообще благоустройства территорий всех сельских поселений республики. Соответственно, в Джайрахском районе тоже были мероприятия, включенные в этот план. Он был согласован с правительством, утвержден главой республики. Ну, это план к 25-летию. Туда масса мероприятий, такие как вот ремонт, обустройство родников в каждом сельском поселении. Создание небольшого сквера. Мы сейчас просто поедем, посмотрим. Мы там уже изыскали средства.
размере там 700 тысяч рублей. Это в Альгетте, там рядом больница, новая мечеть строится. Мероприятия по благоустройству вообще, в принципе, в районе, вот мы сейчас, вот последнее вот мероприятие мы посетили, вы видите, что за счет внебюджетных средств, ну, тоже благоустройство одно из самых главных создания дорожной инфраструктуры. И в этом районе нет ни одного дома, где по временной схеме имеются вообще подведены сети газопроводные, электросети, водопроводные сети. Нет ни одного дома не газифицированного, без электричества. Тоже нет, да, я так понимаю? Это самый благоприятный район, наверное, во всем Северо-Кавказском федеральном округе, не только в республике, потому что здесь, если на 2 часа планово где-то какой-то ремонт проводится, даже вот в такую жару летом, здесь воду отключаем, там, это для людей целый шок, скажем так. Конечно, да. Люди привыкли стабильно, что она круглый год здесь. А что касается строительства, по строительству есть что-то новое, допустим, какие-то постройки? Из таких крупных объектов у нас в этом году планируется строительство средней школы, совмещенной с детским садом, именно в сельском поселении Альгетти. Это будет закрывать проблемы, вопрос вот, в принципе, здесь школа имеется, но она старая, после паводка 2002 года, и 2 филиала в Лежги и в Гули детей возим и подвозим в Альгетинскую школу. С появлением вот этой школы, новое строительство, вот, которое планируется в этом году, будет вопрос закрыт, наверное, с дошкольным образовательным учреждением, потому что детей отсюда возят туда, в Джайрахскую школу, при которой открыт детский сад, и старый наш детский сад, который тоже имеется в Джайрахе. Здесь строится рядом новая мечеть, наверху находится районная больница, в которой лечатся у нас люди со многих районов нашей республики. Здесь просто находится рядом и стоянка автобуса. Мы здесь удлинили этот маршрут от Джайраха сюда, чтобы люди с этой больницы и посещающие вот это село как бы могли. Ну, кто-то ждет автобус, тут внизу речка протекает, рядом красивая мечеть строится. Салам алейкум. Адам, а здесь в верхней части твой купол мира, а здесь вахтер. Сделочим, в принципе, агалбелочим. В принципе, отопление есть, тяжкий, махам часай, часай. А? Йолжи отопление. Короче, в сентябре готово. В сентябре уже последний срок глава поставил. Сказал. Но они укладываются вообще, нет, в это время? Сейчас по графику, именно к сентябрю, ну, 2 месяца еще. Здесь просто основные работы, вот эти, купол, внутренние вот эти работы, в силу того, что они вручную всю эту лепку, все эти с гипса, все это делается. Это очень трудоемкие по времени работы, именно из-за этого сейчас. А мастера откуда задействовали, откуда они вообще привезли? Здесь из Дагестана специалисты, которые неоднократно мечети строили. Как говорит Ахмед Багаудинович, если бы не дожди, которые шли на протяжении всего месяца, постройку мечети закончили бы значительно быстрее. Думаю, что уже к этому сроку сделают все. Салам алейкум. Итак, наш путь продолжается. Мы едем в курортный комплекс Арымхи. По дороге говорим о детях и о школе, которую должны построить в скором времени, и о транспорте, с которым, как утверждает глава района, у них проблем нет. Министр образования там с помощью правительства
новые вот эти форды, транспорт у нас есть новый, ну, для подвоза этих детей. Новые современные микроавтобусы Я есть. как раз таки хотела задать вопрос, как обстоят дела именно с транспортом. Это не родители их возят. У нас есть транспорт в каждой школе, закрепленный транспорт, новые микроавтобусы, они подвозятся именно утром, в обед и вечером. Дети привозятся, отвозятся. А если кто-то опоздал, что делать? В смысле, на транспорт? Да. Ну, родители должны уже беспокоиться, что делать. Но вот мы и на месте. У входа в лог глава Джейрасского района встречает спортсменов, которые приехали на соревнования. Поинтересовался, всего ли хватает, есть ли какие-либо вопросы. Жемали Цавири, Сара, он подъедет, номера у вас есть, у заправки, туда съездите, Урали, Камази, то, что поновее Ёлжиаца, Покрышка, Алиен, это туда вам надо тоже, да, фо? Да. Не сюда же? Нет, здесь мы просто на площадке На поработаем. площадке, да. Беговой дорожке, бег и лапаш держать. Питерсон, ну цигми ези şu an ya. Съездите, посмотрите şu an, что еще, покрышки, Зермегян, Жемали, Хатуагу şu an, совещание, Вахав, надеюсь, у него совещание было в правительстве. Заберете покрышку туда, отвезете, аху, технически şu an, есть ama, или Жемали, или Суцавол, şu an, Суга, Гуаш. Alhamdulillah, digo, muhti, hozi, parga, ti, Амел, да, смотрите, позевать. церхица царя, хакш туачла, сага. Писатель Хултич Масхан. Ну, обычно вы амал мышты голгай спасатель, а син амел, я директор, чтобы там был спасатель. Аллах, мы дагду ачан, спасатель, да, юстр вянчан, мы дагду ачан, то есть подниматься, будете купаться. Лорвал вес эгр алшица, наха, паузам зецу, дагду ачан. Ну, мирем ищу, что еще хату, юаш. Шумбол бекти, галп, хату. Байду, а вина, вот. Обязательно. Да, здорово, вообще будем видеться. Ну, это в первую очередь, это лагерь, который ежегодно здесь существует с 1 июня. Это мероприятие, в принципе, Министерства труда и социальной политики. Первый поток, 200 детей уже отдохнули, выехали, а 3 дня назад у нас следующий поток, где 200 детей сейчас здесь гостят. Будет всего общей сложности, по-моему, 4 потока, если министерство не передумает. Мы сейчас зайдем, наверное, посмотрим просто, с детишками пообщаемся, как их кормят. В принципе, пока, как в прежние какие-то годы, какие-то были там иногда такие жалобы, что там кормят не так. Ну, это понятно, что из 800 детей там ребенок в любом случае найдется, ну, не привык к такой пищи, которую, наверное, да, определенно там, если дома чем-то его как-то кормили. Параллельно здесь вчера мы уже начали заселять спортсменов наших. 2 наших клуба, которые будут участвовать в М1, который пройдет, битва в горах, пройдет 22 июля. Это в Таргиме. С ними параллельно здесь группа врачей-диетологов с Москвы. Они привезли своих, 12-13 человек, своих постоянных таких пациентов. И начали сейчас работу именно с местным населением для желающих поучаствовать в этой программе. Помимо этого, сейчас священный месяц Рамадан прошел. Масса людей именно с нашего региона, с других районов. Здесь люди приезжают, сами видите, сколько машин сюда заезжает. Здесь целый комплекс разных таких развлечений, мест отдыха, где они могут отдохнуть с семьями. Где-то экстремальный вид, наверное, ну не экстремальный, где-то активный такой образ вести вот эти несколько дней, которые они здесь проводят. Можно пешком горы, на Столовую гору. Кто-то любит просто между соснами погулять, кто-то на канатке покататься. Ну тогда давайте пройдем, посмотрим, как детки что делают. Сейчас они на обед спустятся, мы с ними пообщаемся. Все, с хорошо. детьми. Все замечательно. Салам алейкум. Хамди, подождешь. Так, хадуцл ханз. Отдыхающих. Ну,
отдыхающих, ну, сейчас у нас средняя загруженность. Сейчас осведомленность. Средняя загруженность сейчас идет у нас сейчас спортсмены, сборы у спортсменов. Я знаю, это мы занимаются, вчера... отдыхают. Приехали по программе диетологов, тут по специалистам, у нас диетологи, приехали вот отдыхающие, чтобы сбросить. А в лагере сколько у нас детей? В лагере около 200 человек, у нас около 200 детей. Они обедают во сколько? В час? Они обедают в час, с часу до 2. Сейчас мы будем с ними общаться. Потом 4 часа. Узнаем, как вы их кормите. Ну, вроде неплохо, никто не жаловался. Понятно. Общее количество примерно сколько у вас здесь людей? Именно никто, кто сегодня, я видел, машины там колоннами поднимаются, именно проживающих, примерное количество. Ну, проживающих людей, ну, около 60 человек. Около 60. Это вот наполовину теперь блок загружен, Да. получается, Ну, так. чуть меньше половины, средняя. Хорошо, Барху. Я уже информацию взял, сколько у вас иногородних, сколько у вас местных, сколько у вас однодневных, сколько детей. Вчера вечером взял, и сейчас официальную версию У нас администратора, сейчас директора послушаю. начался хороший сезон. Она всегда удивляется, он синахол взяли. А вы должны знать. Работа такая. Это ваша работа, вы обязаны знать. Что я могу сказать? Значит, наш сезон начался. И маршал такой, я считаю, что довольно-таки успешно. Очень много приезжают отдыхать именно наших местных, с семьями, с детьми. Тут прям было 14 человек с бабушками, с дедушками, бассейн закрывали. А я когда говорил утром, что семейный отдых, здесь да, очень так да. сейчас Это... на подъеме, аж мало верят, что Нет, семьями нет, люди приезжают. Потом была семья, приехали тоже, значит, на каникулы, приехали с Уренгоя. Вот они тоже собрали, можно сказать, даже захлыш. Было тоже очень интересно им это. Ну, я, в принципе, что я могу сказать? Я не знаю, как было до меня. Сейчас вот именно отдых очень сильно так это активировались люди. Маршал, заезды, всем нравится. Все бассейны мы свои запустили. И крытый бассейн, и открытый бассейн. В лагере первый поток, сколько у нас детей тогда 200. было? Все 200, они тогда же у нас спокойно, без Абсолютно эксцессов. Я поэтому, ну, да, это понятно, да. я знаю. Но Значит, выехали, сейчас у нас опять 200 опять детей. Да, значит, у Все нас в полном составе, они у абсолютно нас прибыли. маршала. Сейчас они придут на обед, да? Да, они Через у нас, 15 значит, минут. да. Значит, вы как раз зайдете, посмотрите, чем мы их кормим. Заодно глава района проверил, как питаются в лагере дети, и пообщался с отдыхающими. Хамдива, подожди, Бог мышт, салю, а подожди. Мохдик, Бог, да, да? мохдик. Сала виной, Бог. Сала, сагири вот голос, бас, би. Мусла, гега гева. Арви, отпуска вагадик, сала муафа. Анда шикер. Бах, вач, дождь дати, ажи директор, чё, особенно мери. Ахмад Маатик Валери. Чей мало сакук марисите. Валери авал. Хану, адя он халма вач хам, фат, акуда газ. Я, он мучауз. Да, сам. Башта, бириш хачто. Haydi Fatima. Добрый день, дети. Так. Приятного аппетита всем. Лозунг. Когда мы учились в школе, был лозунг: когда я ем, я глух и нем, а для им это не подходит, по-моему. Да, нет, нашего. Ахош, возьми, все. Так, хадуцун. Аха. Хами ütüşük ağa. Хаму çağırıyor. А? Зязик юртын. Одна банда, короче. Сан лелши зязик юртын. Ломрыш, калцидыс ярты. Я амдик değil işim. Серьезно, я. Düz işim. Понял, хаки düşük ağa. Boğurt, ham soğuk düşük ağa. Возьми, хами ağa. А также не оставил без внимания и спортсменов, которые обедали в отдельной комнате, так как места в общей столовой уже не осталось. Как говорит директор РМХИ Фатима Аушева, можно было бы и подождать, но у спортсменов режим. Все, я понял. Уже растит чемпиона следующего, Конечно, да?
Dal etdi bakalım. Guk duve kuan bay. Bozuyor kem. Ну вот, наша экскурсия по Арамхи подходит к концу. Далее по расписанию совещание с главой республики Нузбеком Евкуровым в администрации Магаса. Сейчас мы едем уже в Магас после такого трудного рабочего дня. И что будут обсуждать с главой? Там совещание у вас намечается, я так понимаю. Ну, рабочий день, в принципе, наверное, только начался. С первое там совещание под председательством главы запланировано на 17 ориентировочно там. Это по... Сейчас, одно у нас оргкомитет, заседание оргкомитета по 25-летию. И под эгидой Совета Безопасности в 17 часов заседание Республиканской антинаркотической комиссии. Это отчет видовой плановой работы. Докладчики там свои уже определены. Там, в данный момент сегодняшнее совещание там администрации Жайралского района докладчиком не является. Информацию подготовили. Одно в 17, одно в 19, два совещания. Наверное, мы повторимся, и все-таки, как вы думаете, до скольки сегодня у нас продлится рабочий день? Где-то в районе я, наверное, попаду в 9-10. И тогда уже наметим просто на завтра, уже в ручном режиме я вот эти мероприятия, по которым стоит контроль, у себя просто дома проверю, там ответственных назначу, чтобы у нас завтра, как и сегодня утром, уже был план мероприятий на завтрашний день с учетом тех совещаний, запланированных в правительстве или в администрации. Итак, уважаемые телезрители, сегодня у нас был один день с главой Джайралского района Альяном Ахметом Багаудиновичем. Ахмед Багаудинович, сегодня мы провели с вами такой интересный день. Спасибо вам огромное за то, что уделили нам внимание, и за то, что мы, наверное, немножечко поучаствовали в вашем нелегком таком деле. Удачи вам в работе и в дальнейшей жизни. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что осветили жизнь района, посетили район. Приезжайте еще. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые телезрители. До новых встреч.